Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О часто задаваемых вопросах по COVID-19 вас проинформирует вице-премьер-министр Кыргызской республики Исмаилова Аида Дюкшенбаевна. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, Пятый канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Аида Дюкшенбаевна, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Действительно, очень много вопросов нам задается именно по ситуации борьбы с COVID. И в этих рамках я сейчас хочу ответить на очень часто задаваемые вопросы. Это сейчас вот самый первый, один из первых вопросов, один из таких основных. Правильно ли лечат наших граждан, правильно ли назначают лекарства? Многие из граждан сами из интернета берут лечение и, закупая эти препараты, уже сами получают эти инъекции. Но хотела бы сказать, что в отношении таких рекомендаций специалисты придерживаются единого мнения. Нельзя слепо следовать тому, что распространяют специалисты, которые не занимаются изучением и лечением коронавируса. Тем более, когда неизвестно, кто является автором данных рекомендаций. И каждая страна разрабатывает свой национальный протокол и требует от своих врачей его соблюдения. Клинические протоколы для лечения коронавирусной инфекции в нашей стране регулярно пересматриваются. Они пересматриваются по мере поступления новых данных. Последняя версия руководства была утверждена 8 июня 2020 года. И буквально позавчера Министерство здравоохранения утвердил алгоритм ведения больных на амбулаторном уровне, который понятен и удобен в применении для врачей. К сожалению, на амбулаторном уровне наблюдается слишком частое использование препаратов в виде внутримышечных инъекций и капельниц. Тяжесть состояния больных нередко обусловлена необоснованным назначением таких препаратов, как дексаметазон, эуфилин и их комбинации в виде различных химических смесей. Как утверждают специалисты, при острых вирусных заболеваниях гормоны ухудшают течение, снижается способность организма сопротивляться инфекции и приводит к тяжелым осложнениям, что мы и видим. Если в западных странах смертность от коронавируса чаще умирали пожилые, то в нашей стране эта болезнь нередко забирает молодые жизни. Поэтому сейчас хочу обратиться ко всем нашим медикам, ко всем врачам, которые делают назначение нашим гражданам, строго следовать клиническим протоколам. За назначение вне клинических протоколов будет ответственность. Очень много обращений по неправильному назначению нашим гражданам медицинских препаратов. Многие после этого чувствуют себя очень плохо. Поэтому сейчас хочу еще раз обратиться к нашим гражданам. Не покупайте сами препараты, не назначайте себе сами препараты. В частности, дексаметазон, эуфилин и химические смеси на основе этих препаратов. И отдельно хочу обратиться к нашим врачам, которые делают назначения. Следуйте строго клиническим протоколам. Клинические протоколы у нас разрабатывались нашими специалистами в сфере здравоохранения. Работала над этим целая группа наших медиков, наших специалистов, ученых. Поэтому еще раз хочу призвать наших врачей строго следовать клиническим протоколам и наших граждан не лечить себя самим, не брать лечение из интернета и других источников. Пожалуйста, следуйте
строго назначением врача, которые, в свою очередь, должны следовать клиническим протоколам. Следующий вопрос, который очень часто задается, вот он до сих пор задается, несмотря на то, что мы несколько раз, вот я лично рассказывала эту информацию, говорила о том, какие донорские средства нам поступили, на что они были потрачены, какие из них реализовались, какие еще не реализовались. Хочу сейчас дать полную информацию по всем 4 проектам, которые были выделены нашими донорами в системе здравоохранения во время пандемии, во время борьбы с COVID. Первое – это проект Всемирного банка «Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане». Проект называется «ЭРИК». Проект на $9 миллионов США. Проект на данный момент активизирован. 13 апреля 2020 года даны объявления на закупку товаров по ускоренной процедуре. Проведены тендеры, подписаны контракты на сумму $6 126 598 США. Поставка дыхательных аппаратов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения по 17 наименованиям, портативных ИВЛ, 13 автомашин скорой медицинской помощи будут поставлены 15 июля. На стадии оценки находится закупка медицинского оборудования на сумму $840 000. Повторный тендер на сумму $1 232 956 произведен. Через линию ЮНИСЕФ проводится закупка на сумму $835 485 США средств индивидуальной защиты, комбинезоны 3-4 типа и выше, также маски респираторного вида FFP2, FFP3 и лекарственные средства. Это информация, касающаяся проекта ЭРИК, выделенного в сумме $9 миллионов Всемирным банком. Следующее. Экстренный проект по COVID-19 на $12 миллионов США. 7 апреля 2020 года подписано соглашение о финансировании экстренного проекта по COVID-19 между Кыргызской Республикой и МАР и ратифицировано законом Кыргызской Республики от 15 апреля 2020 года. Исполнительные агентства, Министерство здравоохранения, Фонд ОМС при правительстве, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики через отдел реализации проекта МЧС. Проект нацелен на усиление службы общественного здравоохранения, транспорт, оборудование, расходные материалы на сумму $400 000, усиление санитарно-карантинных зон, ремонт, оснащение на $200 000, усиление потенциала больниц, медицинское оборудование, лекарственные средства, расходные материалы, машины скорой помощи на $6 миллионов, усиление потенциала первичной медико-санитарной помощи, медицинское оборудование, транспорт на $1,7 миллионов, средства индивидуальной защиты на $1 миллион, ремонтные работы инфекционных отделений 8 организаций здравоохранения на $1 миллион, закупка реагентов и расходных материалов для проведения ПЦР на COVID-19 в сумме $244 000. Ретроактивное финансирование $2 миллиона. План этого проекта, план закупок в рамках этого проекта согласован со Всемирным банком в июне месяце, загружен в программу СТЕП для отслеживаний, объявлен тендер на закупку товаров по ускоренной процедуре, проводятся переговоры с компаниями-поставщиками, производящие поставки по программе ЭРИК.
по прямым контрактам за счет средств ковид Всемирного банка. То есть данный проект COVID-19, он сейчас только в процессе реализации. По Азиатскому банку развития выделяется займ на $20 миллионов. Реализуется через ОРП Министерства финансов Кыргызской Республики, Исполнительное агентство Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Проведены переговоры 14 мая 2020 года, подписано сторонами 16 июня 2020 года. В Жогорку Кеңеш прошла ратификацию 25 июня 2020 года. По Азиатскому банку развития планируются закупки средств индивидуальной защиты на $4 миллиона, обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, обеспечение специально отобранных больниц необходимым медицинским оборудованием и средствами для системы инфекционного контроля на $10 миллионов, закупку машин скорой помощи $500 тысяч США, дополнительное финансирование заработной платы для мобилизованного медицинского персонала около $1 миллиона США, ремонтные работы для расширения палат интенсивной терапии в инфекционных отделениях для 8 больниц на $1 миллион США. Еще раз хочу сказать о том, что проект по Азиатскому банку развития, он некоторое время назад прошел только ратификацию. Сейчас ведутся работы переговорные с Азиатским банком по реализации данного проекта. Также четвертый проект, это проект по Исламскому банку развития. Выделяется займ на $15 миллионов США на экстренное реагирование на COVID-19 за счет сэкономленных средств действующих проектов ИБР Кыргызской Республики, и исполнительным агентством является Министерство здравоохранения Кыргызской Республики. 12 июня 2020 года одобрен Советом правительства Кыргызской Республики по фискальной и инвестиционной политике. 18 июня одобрено распоряжением правительства Кыргызской Республики. 21 июня 2020 года подписано соглашение между Кыргызской Республикой и ИБР, Исламским банком развития. В Жогорку Кеңеши прошла ратификацию 25 июня 2020 года. Планируется закупка и поставка 10 ПЦР-лабораторий для всех регионов со строительством и подготовкой быстро возводимых помещений для вирусологических лабораторий, с оснащением, с запасом на 12 месяцев тест-системами и реактивами, с обеспечением 10 санитарным транспортом для забора и доставки биоматериалов с отдельных регионов, $5 миллионов. Планируются закупки средств индивидуальной защиты, обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, медицинского оборудования $5 940 000, закупка оснащенных машин скорой помощи для региональных больниц на $3 300 000. Хочу повториться, что по Исламскому банку развития данный проект, который выделяет $15 миллионов на экстренное реагирование на COVID, сейчас в данный момент проходит процедуру реализации, и недавно только прошла процесс ратификации в Жогорку Кеңеш. Также здесь хотелось бы мне ответить, что по условиям доноров проекты направлены на экстренное реагирование на COVID-19, сроки реализации от 1 до 1,5 лет, и по требованию доноров данные средства не предназначены на капитальное строительство и капитальные вложения. Так как очень много обращений по этому поводу, наши граждане говорят о том, что получено очень большое количество средств от доноров, почему вы не строите больницы. Вот. И поэтому вот
еще раз хочу отметить то, что из всех 4 проектов, которые были выделены системе здравоохранения, хочу повториться, это 9 миллионов проект Всемирного банка, ЭРИК, называется ЭРИК, также проект по COVID-19 на 12 миллионов долларов, проект АБР, Азиатского банка развития, на сумму 20 миллионов долларов, и проект ИБР, Исламского банка развития, на сумму 15 миллионов долларов. Из этих 4 проектов активизирован только проект ЭРИК на данное время на сумму 9 миллионов долларов. Также очень большое количество обращений по поводу волонтерского движения. Мы, правительство, на своем уровне ведем координацию, и буквально недавно при координации правительства был создан штаб Бирге. Хотела бы сказать, что общество мобилизовалось, и в настоящее время многие волонтеры объединились в разные волонтерские группы и движения. И как раз вот эта наша программа, наш штаб Бирге и ресурс birge.pro, он был создан для координации запросов и помощи. Он работает в непосредственном взаимодействии с медицинскими учреждениями, и волонтерами оперативно координируют оказываемую помощь и предоставление ресурсов, медикаментов, питания, топлива в зависимости от потребностей медицинских работников и возможностей волонтеров. И правительство, в свою очередь, координирует взаимодействие волонтеров с государственными органами. Также Комитет по информационным технологиям и связи при правительстве также проработал ресурс для отражения текущей ситуации в системе здравоохранения по коечному фонду и оборудованию и других средств, необходимых в процессе борьбы с COVID-19. Таким образом, у нас несколько источников данных по разным направлениям, которые в совокупности отражают реальную ситуацию и требуемые меры. В настоящее время государственные органы располагают несколькими платформами. Госпредприятие Түндүк, соцсервис, есть у нас Центр электронного здравоохранения при Министерстве здравоохранения. И они аккумулируют данные, согласно которым правительством предпринимаются соответствующие меры. Я хочу еще раз подчеркнуть. Несмотря на то, что создается очень много платформ, у правительства Крымской Республики есть свои IT-ресурсы, есть госпредприятие Түндүк, которое с самого начала года ведет свою работу, уже длительное время ведет свою работу по созданию самых различных программ. И также было создано несколько программ в рамках борьбы с COVID-19. Наш республиканский штаб пользуется данными программами. И поэтому работа в этом плане будет вестись, платформы наши будут наращиваться, и правительство эти процессы будет координировать. Также хотела бы добавить о заработных платах медицинских работников. Сейчас в данное время ведется пересмотр заработной платы медицинских работников, которые работают в очагах. Также будут меняться сами стандарты начислений. Поэтому сейчас правительством этот вопрос прорабатывается. Изменения в заработных платах. И в следующем брифинге на этой неделе я расскажу подробно о мониторинге выплат заработных плат, об изменениях в начислении заработных плат для тех, кто работает в очагах. Спасибо большое. Спасибо.
Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О часто задаваемых вопросах и предпринимаемых мерах по противодействию, по недопущению распространения коронавирусной инфекции вас проинформировала вице-премьер-министр Кыргызской республики Исмаилова Аида Дюкшембаевна. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алту-24, Пирамида, 5 канал через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радио, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Укмыты, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.